Сахарный диабет – это группа заболеваний под общим названием гипергликемия, то есть повышенным уровнем сахара в крови. Причинами же является генетическая предрасположенность, избыточная масса тела, гормональные изменения, болезни поджелудочной железы и нервные стрессы. Школа диабета – это мировая практика. Во всем мире, если человек заболевает этой болезнью и проходит лечение в стационаре, он также обучается в школе диабета, чтобы, выходя из медицинского учреждения, пациент понимал, как жить с этим самостоятельно. С этой целью при поддержке программы развития ООН в Абхазии и общественной организации «Центр развития», а также общественной организации Ассоциация эндокринологов Абхазии в двух городах нашей страны, в Сухуми и Гагре, была открыта школа диабета. Эту идею не раз пытались воплотить и врачи, и сами больные, но не получалось, так как не хватало ресурсов. Врачи-эндокринологи самостоятельно своими усилиями создавали эти школы. В тех условиях, в которых у них получалось, они проводили какие-то занятия, но, как мы понимаем, для того, чтобы это было более результативно, то нужны определенные вложения, нужно время и все остальное. И, в общем, достичь того, что мы достигли сегодня, самостоятельно врачам это было очень сложно. Мы начали свою деятельность в сентябре. До этого мы осуществляли ремонтные работы в больницах, в тех помещениях, которые нам выделили Минздрав и администрации больниц. Существует два типа диабета. Инсулинозависимый первый тип, им болеют преимущественно дети и подростки, люди в возрасте до 30 лет. И второй тип инсулинозависимые, как правило, которым страдают люди старшей возрастной категории. По словам специалистов, наиболее распространенной формой является диабет второго типа, согласно чему в школах и были сформированы группы. Мы отбирали определенных пациентов, как уже Сита сказала, из той категории больных, которые уже стоят у нас на учете. Это пациенты с разным типом сахарного диабета, это сахарный диабет первого типа, второго типа. Принципиальные подходы к лечению компенсации, к лечению, к обучению таких больных, она принципиально может быть разная. Школа диабета – это, конечно, не один день, это цикл занятий, который рекомендован Всемирной организацией здравоохранения. Это намеченный общепринятый план, которому следуют все преподаватели школ диабета. Всего школу диабета в Гагре прошли около 80 человек, а в Сухуми – 90. По словам специалистов, групповые занятия являются самыми эффективными. Они в школах проходят 2 раза в неделю, и каждая группа усваивает около 10 тем. Была подобрана и особая методика, которая дала положительные результаты. Параллельно с тем, как мы проводили обучение, мы им раздавали дневники самоконтроля. Это были бланки для регистрации ежедневного обследования уровня сахара крови. И также мы им всем раздали глюкометры с тест-полосками, чтобы обеспечить им это измерение. Эти дневники как бы явились для нас индикаторами нашей эффективности нашей работы и тот уровень знаний, который они у нас получили, как они его применяли на практике. То есть каждое занятие они посещали с этими дневниками, и мы могли судить, динамика положительная или отрицательная. С каждым годом статистика заболеваемости сахарным диабетом во всем мире увеличивается. Что касается Абхазии, нет точной цифры. Можно лишь судить по количеству обращаемости пациентов. Примерно 3000 обращений. Не все страдающие этой болезнью ознакомлены с ее нюансами и зачастую один на один остаются со своими страхами и переживаниями. Вот почему школа диабета и дальше будет продолжать свою работу, как первая ступень для понимания того, что это заболевание, с которым можно жить. Гугут Савардания, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.